Кашель, боль в грудной клетке, одышка, храп. Заболевания легких, вызываемые, как правило, бактериальной или вирусной инфекцией, относятся к самым распространенным во всем мире. Как отличить бронхит от пневмонии? Может ли бронхит перейти в пневмонию и как лечатся эти заболевания, рассказали врачи Центральной городской больницы в ходе прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия по вопросам профилактики бронхита и пневмонии. При первых признаках поражения дыхательных путей нередко возникает сомнение, какая болезнь является их причиной – бронхит или, может быть, воспаление легких. Как их отличить и может ли бронхит перейти в пневмонию? Медики дали ответы на эти и многие другие вопросы. Отличие бронхита от пневмонии – это то, что воспалительный процесс затрагивает бронхиальное дерево. А пневмония – это острый воспалительный процесс, вызванный либо бактериальной, либо вирусной, либо другой флорой, патогенной флорой, да? И эти воспалительные процессы, они, как сказать, располагаются в легочной ткани различным объемом, естественно. Вот. Отсюда от объема может и различная интоксикация. Но и бронхит, и пневмония имеют одну и ту же этиологию, да? Это воспаление, вызванное инфекцией. Если у вас ухудшилось состояние, в любом случае нужно показаться врачу и не заниматься самодиагностикой и самолечением. Врач вас осмотрит и назначит необходимое обследование и лечение. Хотелось бы, чтобы наше население на сегодняшний день услышало действительно медицинских работников в плане чего? В плане того, что если у человека появилась температура, да, недомогание и кашель, единственное, что он может себе позволить, это прием жаропонижающих препаратов. Потому что антибиотики на сегодняшний день вот просто так принимать разгульно нельзя. Во-первых, от этого появляется устойчивость, если человек неправильно начинает принимать препарат. Более того, он и неправильно принимает, и не соблюдает дозированный режим, да, и не соблюдает курсовой режим, то, в общем-то, формируется устойчивость к этой бактерии. Повышение температуры тела при воспалении бронхов или легких сигнализирует о том, что организм пытается сдержать инфекцию. Причем не всегда ее стоит сбивать. Если человек переносит температуру, мы всегда советуем 37,5-37,8 держать. Потому что надо помнить, что белок, а вирус – это белок. Это цепочка, но это и белковая цепочка. Вот. И такой белок, он сворачивается, он гибнет при температуре 37,5-37,8. Поэтому если человек несколько дней держит температуру 37,5-37,8, очень высокая вероятность организму его сварить. И тогда он дальше с инфекцией справится быстрее. Естественно, температуру 38-38,5 держать не стоит, потому что за ней могут быть всякие внутричерепные проблемы и другие, ну, будем говорить, гемодинамические. Вот. Но такую температуру лучше подержать. 2-3 дня это будет ускорять лечение. При классическом течении пневмонии характерными симптомами являются высокая, выше 38,5 градусов Цельсия, температура, сильный кашель, выраженная слабость и одышка. Это при так называемом типичном течении пневмонии. В последнее время встречаются случаи, когда пневмония протекает без повышения температуры. Температура вообще, да, это пирогенная реакция. Пирогенная реакция на гибель бактерий. То есть вот организм, вот иммунная сила, которая начинает его убивать, да, и возникает вот эта пирогенная реакция от гибели этой бактерии. Но мы же говорим про иммунитет, да? Ну да, у кого низкий. То есть есть люди, которые болеют, извините, по глазам видно, что он болеет, то есть у него глазки больные, он ну такой вялый, квелый и не очень, но температура у него нормальная, то есть он болеет с низкой температурой, психологически он готов к тому, что не надо ходить к врачу. Почему? Потому что у меня температуры-то нету, но он ползает на работу и разносит инфекцию. И это не только касается как бы ковидной, да, это и вирусной, и любой другой. Но если у него нет температуры, но он действительно себя плохо чувствует, и на рентгене подтверждена эта пневмония, да, это я еще раз говорю, только говорит о том, что у него низкий иммунитет. Вот. Но опять же, проводить терапию нужно конкретно по симптомам.
То есть кашель, да, есть какие-то другие моменты по недомоганию. Поэтому, может быть, действительно, и если маленький воспалительный процесс, да, может, не имеет смысла назначать антибактериальную терапию, но там есть другие препараты, которые способствуют и рассасыванию, и, будем говорить, снятию воспаления, да, и убийству этих бактерий. Также медики отметили, что любая прививка активирует иммунитет, поскольку содержит антигены, в ответ на которые начинается интенсивная работа иммунной системы. Поэтому врачи рекомендовали не отказываться от плановой вакцинации от гриппа, например, поскольку это сможет сделать сопротивляемость организма гораздо выше. Те люди, которые имеют регулярную вакцинацию от гриппа, в частности, у них как бы лучше устойчивость и лучше выживаемость и от сердечно-сосудистых заболеваний. Да. Есть такие исследования, поэтому прививаться нужно, да, вот от гриппа, в частности, ну, это да, ежегодно. Первое главное защитить Потому себя. что вот это вот вирус, поражая как бы и легочную ткань, он поражает, соответственно, и другие ткани, как бы, да, и сердечные, и могут быть как бы вот эти вот ухудшения по сердечной недостаточности у пациентов, часто, которые переносят вот эти вот частые инфекции, грипп там или другие ОРВИ. Поэтому те, кто прививается, они меньше болеют, соответственно, у них меньше риск иметь как бы ухудшение и других гемодинамики, да, и соответственно. За час, отведенный на проведение прямой линии, в общественную приемную поступило несколько звонков. Подобные встречи со специалистами различных служб города продолжатся.